ходил. Все, друзья, федералочка. Направо на Москву, налево на Владивосток. Нам надо в сторону Владика. Хабаровск там же. И здесь, как говорится, круг почета. Большой Невер, друзья. Сейчас на кафешке Транзит. Я встречаюсь с Ахмедычем, с блогером. У него есть канал Ахмедыч Лайв. Может, еще один есть, но я знаю, что Ахмедыч Лайв. Где-то здесь Ахмедыч, он говорит, на МАЗе. Честно говоря, я еще не знаком с ним. Вот будем знакомиться. Кафе Транзит. Короче, вот он, монстр Ахмедыча. Серьезно. МАЗ. Офигеть. Ну что, пойдем покушаем. Кафе Транзит. Здрасте. А вас по безналу можно рассчитаться? Сейчас что-нибудь покушаем. Ложка, вилка. Борщик. Стандарт. А второе? Макароны, гречка, рис, пюре, перловка, Макароны, гречка, рис. Перловка. Даже не знаю, что сказать. Как перловка выглядит? Вот так, да? А давайте-ка попробуем ее. С котлеткой. Редкое блюдо, можно сказать. Мне кажется, да? Да. Обычно я картошку беру, ну ничего. Разнообразим меню. Тут какая-то котлетка была небольшая такая, а то много не съем. Вот где-то вот тут. Помните, как игра детская? Нет, ошибся, 2 раза не угадал, да, вот это. Спасибо. Так, сейчас чай. Зеленый чай. Так, салфеточку. 384. Угу, спасибо большое. Кушаем. Здесь вот. До этого кушал на семерках, ну а сейчас попробуем здесь. Тут недорого. Все, всего доброго. Спасибо. Так, ну что, покушал. Отлично. Здорово, Ахмедыч. Рад тебя видеть по-настоящему. Вот она, лицо. Здорово, Руслан, Вова, очень приятно. Понятно, ребят, молодцы, что, расчехляете все, да? Жарище стало. Пацанам, они не могли, только видишь, что Курсоровский стоит Виктор Севека. Ага. А там курица переделана по-другому. И что, он не привычает? Он или что? не пускали, на излом становился у него. А, он не мог это по Ну, кабину Я поднять? сейчас лопатой подправил. Раз, ясно. Мой-то вон, веревка. Ну да, слушай, Зверек, я ни разу МАЗов таких не видал. Как выскочил сам там? А ты знаешь, я думаю, как ты на МАЗе там проехал? Я-то ехал, видишь, у меня волос нету, но они у меня сзади все были. Волосы сзади, боком. Вот Я так. пошел, смотрю, они стоят, я раз стал. Одна машина на встречку стала, тоже Вольво спускается. Он чуть потормозил, как ее потащило. Там скользко, там же такой этот... Вот, газу. Ты не поверишь, 20 сантиметров проскочил. Мимо тебя, да?
Не мимо, нет, мимо другой фуры. И вниз, а дальше А, тормозить не прицеп стал. начал складывать. Да. Он газу и Ну. полетел вниз. Я там стал трогаться. Все блокировки, но выскочил. Я туда пошел, чуть-чуть только снег пошел. Обратно уже вообще. Ну, И на видишь, другой 0 я градусов, поднял двоих. 0 градусов, сопли, самые-самые сопли. Потому что я там где-то я ехал, перед Титом ехал утром, с той стороны, вот этот поворот, вот этот вот, как Да, только да, да, табличка. Я там боком тоже там дрифтовал. Можно, вот, по прямой дороге, туда и обратно. Вот нормально. Согласен с вами. Слушай, от меня понедельник проскакивал чурма. Я там был в субботу, в субботу проскочил, в субботу. потому что я в воскресенье туда приехал. Там я видел, у меня эти очки были уже сформированы, да, другой видел я. Ага. Соседи у меня. Я не Справа знаю, где-то где- должен. Там есть это, у Юки, где заправка. Магазин. Кое-что купить хотел заехать. Поэтому А вы сейчас в какую сторону? Я тут командировки. А, ты туда-сюда, да? Он, ну, Ты здесь ночуешь, да? не, я вообще. Понял. Добре. Ладно, всего Ну, доброго. Чиван, доедь до Ерфея Павловича, там магазин хороший. Ну, 140 километров отсюда. Че, Ахмедович, зайдешь, чай будешь пить? Значит, подарили мне подписчики в Якутии. У меня ни номеров, ни букв, видишь, ни Вова, ничего не написано. Ну, я тоже раз-два ты посмотрел, нормально музыку, да, было. А я тебя первый раз увидел там. Первый раз увидел, смотрю, дело говоришь. Ну что, ребят, все, с Ахмедовичем пообщались, все нормально. Он фотки поделал, на своем канале выложит. Мне пришлет. Мы поехали дальше. Я не знаю, на семерках, наверное, переночую. Да и все, с утречка пораньше встану, доеду. Все. Все, счастливо, Ахмедович. Давай, увидимся. Звони. Отсюда до Читы ровно 1000 километров. Надо же, как интересно. А до Хабаровска поболе. Друзья, доброе утро, семерочки. Вот они. Сегодня буду вечером в Хабаровске. Облака, ребята, природа, погода, дорога, солнышко. Здорово. Осталось около 500 километров до Хабаровска. 500 уже прошел. Время обед. 12:53. На Абурейске, друзья, кафешечка. Пойду покушаю. Вот так встреча, это Димка. Пойдем сейчас пообщаемся чуть-чуть. Короче, такая, да, приятная птица мне. Диман самый чистый. Короче, покушал я, ребят. Короче, все чистые. А я один с Якутии, да? Вот тоже человек так, не особо. Но у меня прям вообще капец. В Якутии. Ребят, это, я думал, парковка. Это была не парковка. Это человек как-то ушел с трассы. Еврейская автономная область. Друзья, вы не подумайте, что я тут еду, у меня тишина, я тут музыку слушаю. И как только вот включил камеру, сделал ее потише, можно сказать, выключил.
Так, надо еще тише, а то она контент, как это называется, недопустимый контент, друзья. Это авторские права на нее и так далее. Въехали в еврейскую автономную область, друзья. Все ближе к Хабаровску. И погода, видите, ухудшается. В зеркальце смотрите, солнышко, ясное небо. А тут прям как на границе сразу раз. И все. На границе тучи ходят, как говорится, хмуро. Друзья, наматываем кругорейсы. Вчера приехал с Якутии. Сегодня еду грузиться. Тоже на Якутию. Но рейс, скорее всего, будет либо завтра, либо крайний вариант в понедельник. Так что я на погрузочку, друзья. Так, шипит. Шипит у меня ручничок. Ручнички шипят старенькие эти. Вот что с ними поделаешь тут? Пока не пошевелишь вот так вот. Все, перестал шипеть. Подергал. Не айс. Короче, ребятки, тут я уже был один раз. Разгружался. Колгейт разгружал. С Владивостока. Сейчас я здесь же гружусь на Якутск. Друзья, уникальнейшая вещь. Можно сказать, уникальнейшая, реально. Я не знаю, от чего эта коробка. Но вот, чтобы не соврать, но ей больше, я думаю, больше 40 лет. Вот этой коробки. Это как минимум 40, а то и больше. Ребята, вот это мне досталось по наследству от моего тестя. У моего тестя был папа. Тесть, царство небесное, Валерий Иванович, тоже мне был как папа. У него был папа изобретатель. Много чего он изобрел. Иван Антонович его звали. Жил он в деревне Орехово. По-моему, Орехово или Ореховка. Кто знает. Орехово. Получается, сворачиваешь на Дальнереченский влево и пошел туда. В общем, вот эта вот дрель, ребят, вот это вот, смотрите, приложение к этой дрели идет. Значит, оно включается в 220, вот это. Здесь вот я уже посмотрел так внимательно, тут как проволочка намотана, как сопротивление, наверное, сопротивление. Видите, все сделано, ну, вот так вот. Это из поддона какого-то, или с подноса со столовой. Это тоже, наверное, из чего-то такого подобного. Пластик, видите, розетка, это все старинное. А вот это, по-моему, что у нас тут, 6-вольтовый, что ли? Ну, в общем, ребятки, реле-регулятор. Помните, на мотоциклах, на Уралах было. Вот такая вот ситуация. Но что самое интересное, 220 она запитывается. Сюда приходит 180, потому что через сопротивление она меняется. А сюда приходит 165. То есть вот эта дрель питается от 165 вольт. Вот так вот. Представляете? Как вот трансформатор такой самодельный, понижающий. Но в машине, к сожалению, вот эта штучка, коробочка, она меня не тянет. Потому что это на 100 ватт. Она работает, крутится на холостом ходу, а под нагрузкой она, ну, выключается, вот эта штука уходит в защиту. Вот такое вот устройство. Короче, собрал это Иван Антонович. Он жил в поселке Орехово, значит, получается, Приморского края. И я не знаю, там все его знали в этой деревне. А его сын Валерий Иванович, это мой тесть, он работал в этой деревне учителем. Вот. В общем, вот такие вот времена. Царство небесное этим людям, память им вечная. Вот осталась память у меня. Так, ребят, успешно загружен. И все. И можно собирать вещи, ребят. Но поеду я не сегодня. И не завтра. Так, там где-то около 20-ки у меня тонн. Все, в линию.
Здесь такой сверхъестественный выезд, ребятки. Прям вообще сверх, можно сказать, естественный. Все, выехал. Смотрю по маленьким зеркалам. На Якутск. Я приехал только с Якутска недавно. И обратно на Якутск, друзья. Номер, наверное, надо протереть, иначе гаишники пристанут. Стекла специально протер сейчас. Вот, остальное от зеркала. Остальное не так важно. Главное, чтобы снимать было хорошо. Потому что сейчас поеду на Якутск, там будет то же самое. Да и денег, честно говоря, нету, просто так сейчас размываться. Мы сейчас не доширачники, но приближенные к этим темам. Так что, друзья мои, цены маленькие. Работать надо, иначе денег вообще не будет. Но задарма не ездим точно, 100%. Итак, ребята, Хабаровск. Я загружен. Женя меня уже ждет на дороге. Едем на Якутск. Вместе с ним в паре. Так, ребята, первое приключение на дороге. Значит, я же сейчас груженый. До этого со стекловатой был, легкий. Ну и еду, тормозоденочки слабенькие. То есть чувствую, что экстренно остановиться будет сложно. Не остановлюсь. Только плавная остановка. Думаю, пойду разведу колодки, друзья. Я сейчас на Приамурской переехал мост, это вон там. Думаю, остановлюсь на сухом асфальте, чистая дорога, все. Пойду разведу колодочки. Так, смотрите, что я тут начал уже делать. Вытаскивать запчасти. Как вы думаете, к добру это или нет? Ладно, сейчас все увидите сами. Покажу. Я до этого работал на френче. У меня было таких несколько коробок. А здесь, к сожалению, всего лишь вот эта одна. Надеюсь, она меня сейчас спасет. Покажу, ребятки. Вот, решил разнести колодочки здесь. Вот, а смотрю, а тут у меня с энергачом проблема, друзья. Он немного шевелится, одной гайки нету. Вот здесь. А это болтается, хорошо она еще крутится. Ни шайбочек тут, ничего нету. В общем, ребята, а что делать? Сейчас попробую найти гравера, шайбу и одну такую гайку. И поставить все на место. Вот здесь еще хитро как-то все расположено, блин. Надо подвязать. Согласна? Подвяжу. Вот тебе Якутия дает о себе знать. Сейчас будем искать гаечку. Так, вот маленькая. Надеюсь, найду тут из этого. Вот похоже, но не факт. Это мелкая резьба, а тут крупная. Блин. Еще есть гаечка большая, маленькая. Гровер есть. Шайба. В общем, ищу. Друзья, значит, что могу сказать? Это что значит, когда нет, например, какого-то гаража там, да, ямы. Вот я приехал с рейса. Я не был даже, ну, где у меня база, да? Ну, приехал, ничего по дороге нормально не случилось. А вот сейчас вот выяснилось, что энергач болтается, и плюс еще и рессора открученная, ребят. Смотрите, от руки. И тут вот сейчас она болталась, я сейчас ее постучал. Хорошо, она у меня не рассыпалась, но факт остается фактом. Вот, видите? Смотрите, гайка крутится, это поджатая. На одном вот этом колесе. А остальные, я смотрю, не раскрутились. Вот эту я менял. Они почему-то не раскрутились. Да? А вот то, что я еще не делал с этой машиной, она почему-то раскручивается. Как вы думаете, что это значит? Можно, конечно, на меня свалить. Ты должен был посмотреть там. Свалите, кто там, хейтеры. А я вам могу сказать, если когда ты что-то делаешь, то делай на совесть. Вот для меня кто-то делал это. Надо было на совесть сделать, чтобы потом вот такого не случилось в дороге. Почему-то одна стремянка, то есть вот эти, одна сторона открутилась, остальное все нормально. Почему так? Ладно. Вот хорошо, что я сюда залез, а? Смотрите, вот это крутится. Сейчас я их подоткручу, смажу, а потом это буду закручивать, потому что сейчас я их закрутить не смогу.
Нужно, короче, резьбу расшевелить, чтобы там резьба была нормальная. Итак, ребят, гайки здесь на 27. На 27 у меня вот такого ключа не было. Был на 28, вот такой вот накидной, на который можно трубу надеть. Ну, в общем, он так чуть-чуть болтается, но вроде крутит, не срывается. Так что подложил под все гайки шайбы. Вот, открутил их все, смазал. Они от руки закрутились у меня все. Все, сейчас затягиваю. Вот этим ключом пока. Так, это уберем. Стороночку собрался. Не нашел я, к сожалению, такого размера на энергач гайку. Сейчас я доеду до Жени, думаю, у него есть. Отпущу трещотку, чтобы она не тормозила сильно. А потом подведу ее, закручу и подведу. Ну, одну натянул, видите, он держится уже. Одну гайку затянул на энергача. Так, сейчас пока стремянки тяну. Это же надо. Почему не открутились? Так, ребят, последние штрихи. Затяжка. С той стороны затянул. Этот еще чуть-чуть. Проверка, грубо говоря. И затяжка. Пока все, собираю инструменты. Одну колодку надо будет потом развести, когда гайку поставлю. Все остальные развел. Проверил, остальные энергачи не болтаются. Рессоры не болтаются. Так, надо будет еще на тягаче, наверное, крутануть на всякий случай. Тоже, наверное, подразведу сейчас на тягаче. Короче, тут все нормально. На вид энергачи, все дела. Все хорошо. Но развел я их нормально, капитально. Подстерлись, притерлись, как говорится. Все, вылазим отсюда. Я тут уже камерой зацеплялся пару раз. Не очень, как бы я бы сказал, удобненько. Вот эту хероту надо поменять. Все, нету никак. Ладно, сейчас, может, приеду, может, что-то. Короче, не будем загадывать, друзья мои. Ладно, что у нас тут еще? Больше ничего не потеряется? Ладно, чтобы больше ничего не потерялось. Бензобак там. Бензобак пустой. Ну все, развел, собираю инструменты. Поехали. Надо будет еще один энергач на телеге. Помните, да? Так. Друзья, проехал навстречу парень, говорит, что скоро эта красота закончится. И придется надевать цепи, либо побуксовать. Даже не верится, что такое возможно, глядя на такую картинку. Прямо до горизонта, вообще хорошая погода, да? Но горизонт наступит быстро. Короче, на медведе решили Женьке сделать тягу на этом. Не знаю, получится, нет, но пробуем. Че, Жека, побрызгать может чем, не? Да нет, надо ключ просто уберечь, хорошо. Ну, убирай его четко, что-нибудь. Вот, там зажал, хорошо? Держи прям четко его. А ты закручиваешь сейчас? Да? Может, открутить надо, Жек? А что толку? Вот надо попробовать открутить его, помазать, подложить шайбу и закрутить, он четко зайдет. Давай попробуем тогда. В обратную сторону. Транклюкатор. А какое колесо, Жека? Какое колесо, помнишь? Вот это или то? Это мы с собой протягивали. Ну, по-моему, два человека.
денег. Немного. Заведи мою машину и оборот вот так вниз. Ну, у меня вниз работает. Ага. А на горизонте погода великолепная. Можно велики лепить смело. А вот что-то над Коляном тучи ходят хмуро. Прям реально. В районе Коляна. В общем, друзья, на Коляне плотно, можно сказать, подкрепились. Красивое такое небо, да, смотрите. Еще не закат, но вообще... Единственное, что на камере, скорее всего, камера не передаст всего этого превосходства. Ладно, насчет покушали плотно. И могу что сказать, друзья, у Коляна большие порции. Я реально не брал сейчас второе, не брал. И мне явно елся. Первое взял салатик и оладушки, сырнички к чаю. Наелся без второго. Так что имейте в виду, порции большие. Белое солнце такое, белое, не красное, не желтое, а прям белое. Не знаю, как камера передает свет. Офигенно. Район Лондока проезжаю. Реконструкция. Ребята, вот пришел из Якутии, короче, недавно. Туда поехал, все нормально с освещением было. Телега работала. Доехал до Тынды, на телеге пропал вообще везде свет. Один фонарик остался гореть. Короче, я позанимался телегой, фонарями и даже зажег левую гирлянду. Ну, тут старые лампочки все, какие попало. Ну, в общем, я ее зажег, самое главное. Это, конечно, все будет меняться. Видите, как зеркало? Даже видно, вот сейчас покажу. Вот разметку даже видно. Едешь себе отлично. А теперь посмотрим в правое зеркало. Вообще ни хрена не видать. Че там как? Так что освещение — это офигенно важная вещь. Надо, чтобы все светилось. Будет по красоте. Сделаю, конечно. Но не все сразу, ребята. Короче, у Жеки бафнуло колесо. Наружное, левое, заднее. На телеге. Видно, как искры сыпятся. В общем, поменяли колесо на старое, хреновое, вообще прям. Лишь бы доехать. Потому что есть новое, но оно без диска, надо бортировать, не стали. В общем, нам до Новобурейска осталось немного. Надеюсь, это колесо доедет, надеемся. И на Новобуре заночуем. Вот так вот. Ну а утро вечера, как говорится, мудренее. Стелла. Никого нету. Едем дальше. Ребятки, утро, Новобурейск. Значит, Жека, стоим здесь, прямо на посту, за постом. С утра обошел машину, какие-то капли висят. Короче, на патрубке, который обход ЕГР сделан, помните вот этот? Капли что-то висели. Ну ладно, я подтянул сейчас. Сейчас поедем дальше, посмотрим, как оно будет. Кафешка на Новобурейском, друзья. Утро. Многие машинки уже уехали. А может, не уехали. Ну, в общем, так, на улице температурка -9. Поехали. Жека сзади в зеркале. Катерпиллер прет.
А с утра мы просто машинки еще греем. Но все равно у него прет. Я вон газ в пол держу. Хер там. Не помогает. У него свистит котяра. Подъемчик вывозит. Что, цепляемся, да поехали. Не знаю, Женька, мне кажется, не топит. Просто едет. У меня тренажка еще выручает, коробка. Жека в шоке. Че, Жека, у тебя третья ось еще не отошла. Наверное, придерживает. Короче, подъехала вот машинка. Видите, Volvo. Теперь я вам скажу, последнее видео, которое я выпускал, ну не последнее, одно из видео, это было сено-солома. Так вот этот парень, который руководил этим трактористом, вы, наверное, подумали, что ну, это какой-то там сельхозработник, а это нет, это был просто водила с Volvo, который стоял на заднем плане, Михалыч. Короче, вот он, я тогда хотел написать в тему, что ему бы руководителем работать, а не водителем. Но, в общем, вот он пересел на другую машину и сейчас вот едет с негабаритом, наверное, или это считается негабарит небольшой такой. Вот такие дела. Повстречались на дороге, остановились.